Мы вытаскивали бабушку. Они говорили, что они вытащили девочку эту 12-летнюю. Не они вытащили. Парень уже не смог стоять, смотреть на ихнее бездействие. Он забежал, курткой накрыл ее и вынес эту девочку. Люди эти даже не могут ему отдать сейчас куртку, не знают его. Не могут найти. А пожарные утверждали, что они ее вытащили. Вот я смотрю сегодня, вообще вот Россия, да, если что-то случается, приходит президент, приходит мэр, приходят целые делегации. А где у нас, это же ЧП, когда один за другим горят дома, ежегодно сжигают людей, сжигают живьем детей, детей сжигают ежегодно живьем. Это же преступление, за это вообще пожизненное надо давать. Где у нас соболезнования от президента? Где у нас соболезнования от мэра? Ни в одной газете, ни по телевизору, нигде нет. Они молчат как бесчувственные чурбаны. Вот что я хотела сказать. Это возмутительно, это вообще... Я не знаю, как вы будете голосовать за такого президента. В средствах массовой информации я читала такое. Застройщику невыгодно сжигать дома, поджигать. Так как он тратит 50 миллионов на расселение, и 1 миллион он тратит на снос дома. Вы знаете, он уже 10 миллионов сэкономил. В городе каждый день горят дома. По миллиону он сэкономил. Меня зовут Тимофей Ефремов, я тоже журналист и с этой проблемой сталкивался. Я хочу сказать одно. Вот здесь говорят, что люди, что бесполезно. Мы вот стучимся в глухую дверь. Но я хочу сказать, что именно такие мероприятия позволяют показать, что мы хотим обратить на себя внимание, нас нужно уважать. Говорили о том, что власть должна все-таки проявлять какое-то сочувствие, внимание. Ведь в Корее утонул паром по вине частников. Службы спасения были государственные, они какие-то нарушения допустили. В итоге извинялся перед всей страной премьер-министр. У нас кто-нибудь перед нами извинялся? Почему так происходит? Почему нас не уважают? Надо, если уж не слышат наш стук руками, будем пинаться ногами в эту дверь. Поэтому такие мероприятия посещайте, если они, конечно, правильно организованы. И мы докажем власти свое присутствие, и надо мозолить им глаза, чтобы они знали о нас, чтобы они извинялись, когда такое происходит в следующий раз. Говорят о том, что неоднократно заявился, о том, что каким-то мероприятием дома красят, город перекрашивают, какие-то декорации делают. Да, действительно, нам говорят, это нужно для имиджа, показать, какие мы богатые и хорошие. Но имидж это мы, наше благосостояние. Мы собой должны доказать, своим присутствием этим иностранцам, всем остальным, что мы живем достойно. Вот имидж, а не какие-то халупы, перекрашенные с наружной стороны. Поэтому будьте активны, добивайтесь своих прав. Все. Уважаемые участники, я, если кто не знает, зовут меня Садовников Дмитрий Дмитриевич, работаю заместителем главы города Якутска Александра Сергеевича Николаева. Громче, громче. Можете подойти поближе. Я скажу, что проблема ваша для нас неравнодушна, поэтому я здесь стою перед вами. И мне, как говорится, как представителю власти, действительно, вот эта картина, которая происходит в последнее время, она нас абсолютно не устраивает, и мы не заинтересованы абсолютно в этом плане. Политика и мнение, и позиция главы такое, что пока вопрос расселения и предоставления квартир погорельцам не будет решен, застройка данного квартала на данном участке не должно происходить. И вот в этом будем настоять, как говорится, твердо, и будем требовать это. У нас есть вот союз погорельцев, да? Они непосредственно работают с первым заместителем главы города Якутска Никифоровым Игорем Германовичем, который курирует департамент жилищных отношений. Поэтому я говорю, я еще раз говорю, вот по тем домам, по которым произошел пожар, по ним у нас застройка не должна идти, пока квартиры не будут предоставлены вот этим людям. Ты мне обещал буржуйку привезти, когда у меня 9 детей сидело, холод какой, мороз. А сейчас мы получили одну крышу, да, и мы их вы ничего не заработали. Мы их не просили сносить, жили деревяшки в целом доме. Плохой старый дом, но не просили нас сносить. Зачем нам дали эту комнатную? Почему одна комната? Я получила, зачем? Комнату нас. Они участвуют в течение месяца дают отписки. Кто вопросы решает?
складывается впечатление, что главный орган в городе ПЖО. Они всеми руководят. Захотели дали, захотели не дали. Здесь. Мы Арсену Николаевну сделали жалобу на департамент жилищный. Они из канцелярии, вот с мэрии, прямо с канцелярии отправили туда. Я спросила, а почему? Мы же жалуемся. Они разберутся.